В отношении Далери Мамали Абдулло Гурбати возбуждено уголовное дело. В Душанбе задержали банду, которая занималась грабежами. Бюджет Таджикистана за 5 месяцев выполнен с профицитом. За оскорбление лидера нации больше не сажают. В отношении Далери Мамали возбуждено уголовное дело по статье 259, часть 1 о незаконное предпринимательство и 346, часть 2 заведомо ложный донос Уголовного кодекса Таджикистана. Журналисту Абдулло Гурбати предъявлено же обвинение по части 1 статьи 328 «Применение насилия в отношении представителя власти Уголовного кодекса Республики Таджикистан». Оба блогера выдворены в ВВС в Душанбе. Далери Мамали и Абдулло Гурбати были доставлены в прокуратуру столичного района Шох-Мансур 15 июня, и вечером того же дня их задержали. По словам адвоката Абдурахмана Шарипова, Далери Мамали сказал на допросе, что он удалил видеоконтент со своего канала в Ютубе после раскаяния. В части обвинения в незаконном предпринимательстве Далери Мамали сказал, что хотя он и является членом Союза журналистов, но в последний год занимался блогерской деятельностью. Адвокат Абдурахман Шарипов сообщил, что Далери Мамали подтвердил, что за год блогерской деятельности получил хоть и небольшую, но прибыль, и он не знал, что должен был платить налоги за свою деятельность. Адвокат добавил, что Абдулло Гурбати на допросе отрицал выдвинутые против него обвинения и сказал, что у него не было ни намерения, ни цели оказывать сопротивление или конфликтовать с сотрудником милиции. Абдулло Гурбати сказал, что его отпустили после допроса в МВД Шох-Мансур-1, но когда он уже выходил из отдела, на посту дорогу ему преградил сотрудник милиции, и его снова отвели внутрь здания, заявив, что он ударил милиционера, говорит Шарипов. Известный журналист Раджаб Мирзо обратился с письмом к председателю Сената, сыну президента, и призвал его взять дело двух журналистов под свой контроль. Под этим письмом к 17 часам вечера по Душанбе подписалось около 150 человек. В городе Душанбе обезврежена преступная группировка, занимающаяся грабежами, вымогательством и незаконным лишением свободы. Как сообщили в пресс-центре управления МВД Таджикистана по городу Душанбе, по подозрению в совершении преступления задержаны 3 граждан. Это мужчина и 2 женщины. По словам источника, руководил данной группировкой мужчина, ранее судимый за грабеж и другие виды преступлений. Женщины сняли квартиру в Душанбе, открыли аккаунты в соцсетях и предлагали интимные услуги. Молодые люди, попавшие в сети злоумышленников, приходили по указанному женщинами адресу. На месте их встречали женщины. Через какое-то время в комнату врывался мужчина, который загодя приготовил наручники и электрошокер, пугал жертв, представляя сотрудников правоохранительных органов. Он, заключив потерпевших в наручники, избивал их, пытал электрошокером, снимал на камеру телефона, а затем вымогал с них определенные суммы. У одного из жертв подозреваемый взял автомобиль BMW. Все 3 были задержаны сотрудниками милиции. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 249 грабеж, 131 незаконное лишение свободы и 250 вымогательство Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Объем государственного бюджета Таджикистана по итогам 5 месяцев текущего года выполнен с профицитом. По данным Министерства финансов страны, объем госбюджета за этот период составил 12 миллиардов 102 миллиона 200 тысяч сомони, что на 2,9% больше уточненного плана. По данным ведомства, объем госбюджета за январь-апрель этого года составил свыше 9,6 миллиардов сомони, что на 4,6% больше уточненного плана. Налоговые поступления за указанный период составили более 6,7 миллиардов сомони. Доля налоговых поступлений в общем объеме доходов составила 73%. Неналоговые поступления составили 613 миллионов 400 тысяч сомони или 6,4% в общем объеме доходов госбюджета. Расходы госбюджета за 4 месяца этого года составили более 9,1 миллиарда сомони. Процент же исполнения госбюджета составил 57,6%, и таким образом расходы составили всего свыше 9,1 миллиарда сомони. Согласно плану на первое полугодие, расходы предусмотрены в объеме около 16 миллиардов сомони.
Из Уголовного кодекса Казахстана исключают статью об оскорблении первого президента. Об этом заявил министр юстиции Казахстана Канат Мусин. Останется общая статья по Уголовному кодексу, которая предусматривает ответственность за честь и достоинство президента. Общая для всех президентов. Отдельно для Елбасы за оскорбление первого президента Республики Казахстан статьи не будет, сказал он. Речь идет о статье 373 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента Республики Казахстан, лидера нации». Максимальное же наказание по ней предусматривает 5 лет лишения свободы.